Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку навстречу. Тема звучит так. Будет ли встреча? Состоится ли ваша встреча? Будет ли свидание? Загадайте, пожалуйста, на мужчину и давайте вместе посмотрим. Вы можете загадать свой срок, а можете просто довериться судьбе, как вам будет угодно. Главное, чтобы вы про этого мужчину подумали и представили его. Так, настраивайтесь. Я же со своей стороны попрошу высшие силы, чтобы они послали для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Но вы сейчас просто разбросаны по миру, так хочется сказать. Либо каждый из вас живет как будто бы в своем мире. У вас совершенно разные интересы на сегодняшний момент. Здесь у меня очень активная девушка-женщина, такая пробивная, активная, с правильными мыслями, с правильной подачей. Знаете, как голова у вас здоровая, в правильном направлении вы двигаетесь. И мужчина у меня вышел как валенок. Не знаю, то ли у него такое состояние депрессии, подавленности, то ли он как в тупик какой-то попал, зашел. Как-то да, совершенно о разном думаете, совершенно на разные настроены. Вы такая девушка, вы такая женщина, вы никогда и ни перед чем не останавливаетесь. Для вас ничего невозможного в этом мире нет. Вас невозможно выбить из колеи. Вы, как бы вы там ни уставали, какие бы неудачи, неприятности не встречались на вашем пути, вы все равно идете по жизни с гордо поднятой головой и с улыбкой. Вот такой вы человек. Достигатор, вот так хочется вас назвать. Не знаю, откуда это слово пришло, но оно именно про вас и характеризует вас. Кстати, перед вами сейчас открывается какая-то очень важная дорога, важный этап вашей жизни. Может быть, это именно то, к чему вы так долго шли. В профессиональной сфере, в сфере каких-то достижений, активности. А вот у мужчины абсолютно все наоборот. Он прям совсем подавленный. У этого мужчины что-то в жизни происходит такое, знаете, катастрофическое. Жизнь как будто бы меняется, причем меняется с такой сумасшедшей скоростью, что он не успевает. Вот знаете, какая картинка идет? Вот, когда перемалывают зерна, да, превращая их в муку, то есть такие жернова каменные. Вот он туда попал, и его вот прям месяц, молит, да, в труху превращается. У него сейчас ни сил нет, ни возможностей, никаких желаний. Может быть, даже приболел этот мужчина. Давайте я сразу еще на оракуле посмотрю. Просто непонятно, что с ним происходит. Такое прям тяжелое состояние, такая энергетика подавленности, апатии. Может, кстати, еще и пьет, в запое уходит. Как будто бы какую-то боль пытается заглушить. А вы вообще противоположность ему идете. С вами вообще все классно, все идеально. Ту-ту-ту. Так, мужчина. Ой, ну змея. Ну понятно. Слушайте, понятно, что с ним не так что-то. О боже. Карты как на подбор, девочки. Как на подбор. Так, ну все вы разные, да, и мужчин вы загадали тоже разных. У одних из вас отыграется, что мужчина сейчас переживает очень тяжелое положение в семье, в доме. Если мужчина женат, то тут, скорее всего, по книге и по змее, и по карте аисты происходит развод. Раздор, развод, скандалы, просто все рушится. Если он не женат, то, скорее всего, какие-то серьезные проблемы, которые угрожают именно его семье, там, родители, там, какие-то родственники, да, и он там с головой ушел, участвует в этих процессах. А мужчину по змее явно отравили. Отравили какие-то события, какие-то ситуации, какие-то люди. Могли подставить, могли обмануть, могли, ну, действительно, там, не знаю, ограбить, побить, подвести под какую-то статью. Все очень и очень плохо. Он сейчас головой ушел во все эти проблемы, вернее, даже не так. Он погрузился в бездну этих проблем. Вот так, не ушел, а погрузился. И в ближайшее время я не вижу, чтобы он смог вырваться.
Он как будто бы сейчас тонет. Но тонет как-то прям медленно так тонет. Понимает, что надо выбираться, нужно спасаться, но нет сил, нет возможности, нет мотивации у него. Так, но здесь какой-то конкретный человек, либо люди, да, которые виновники в этой ситуации, которые его довели до такого состояния. Думает ли он о вас? Да, он о вас думает, но думает в какие-то минуты, когда, вы знаете, сон, да, уходит в сон, либо рано утром, когда просыпается. Вы для него какой-то светлый, добрый образ, к которому стремится его душа. Но он понимает, что в таком состоянии он не имеет права к вам идти, он не имеет права к вам прийти. Что он вам скажет? Вот посмотри, вот он я, весь такой проблемный, весь такой, не знаю, там, озабоченный, озадаченный. Бери меня, да, давай с тобой встречаться, общаться. Девочки, нет такой возможности у него. Он все-таки человек порядочный. И даже если он где-то ошибся, оступился, все равно он порядочный. Он вас и ценит, и уважает, и понимает, что вы достойны только самого лучшего. Вы образ, который помогает ему, грубо говоря, не утонуть до конца. Да, вот он подумает о вас, сразу полегче становится, потеплее становится. Конечно, он бы мог вспоминать вас чаще. И, конечно, он бы мог вам, например, написать. Либо у кого-то даже отыграется, что он мог бы прийти к вам навстречу. Но в этом состоянии нет. Слишком он вас ценит, слишком он вас уважает. Вы вообще в его жизни оставили какой-то неизгладимый след, неизгладимое впечатление на него оставили. Состояние, знаете, вот он вас вспоминает как какого-то доброго ангела. Вы девушка, женщина с ангельскими крыльями, с ангельским лицом, и вокруг вас вот этот ореол сияющий ангельский. Вот такая вы в его снах, такая вы в его мыслях и видениях. Так, что вы еще должны знать? Я вижу, что вы, может быть, и знаете о его ситуации, о его проблемах. Я вижу, что вы готовы раскрыть зонтик над его головой. Да, если бы он к вам обратился, если бы он вам разрешил, да, вы бы раскрыли зонтик, вы бы постарались ему помочь. Но он этого не делает, он намеренно избегает этот момент. Как я сказала, что он вас слишком ценит, слишком уважает, чтобы просить у вас помощи. Даже если окажется так, что вот прям жизнь прижмет, и прям вообще некому будет обратиться, он все равно не будет просить у вас помощи. Для него это недопустимо. Потому что каким бы он ни был, все равно он мужчина, и мужчина порядочный. Вот, поэтому, девочки, не ищите его пока, не делайте никаких попыток с ним связаться, его найти. Он будет прятаться, он будет скрываться, ему будет больно, вам будет больно. Зачем это нужно? Оставьте его в покое. Он сам должен пройти это жизненное испытание. Он сам должен разрубить этот кармический узел, в который он сам же и попал. Опять же, да, он мог и сам туда влезть, и могли его действительно втянуть. Как бы там ни происходило, это именно его личное и персональное. Он не покажется, он не появится, он не приблизится, пока у него такие серьезные проблемы в жизни. Вот как бы не было бы жаль, да, именно такую информацию и дает песок. Так, информация, конечно, тяжелая, но чтобы вы не расстраивались, я вижу, что встреча ваша, она состоится. Она не просто состоится, она уже запланирована в вашем будущем. Планируют эту встречу высшие силы, да, для вас планируют и для этого мужчины. Вы ведь встретились не просто так, не случайно. Вас этому мужчине показали, вот показали идеал. Идеал, который вот он рядом, да, он существует, он рядом с тобой. Но чтобы быть с этим идеалом, ты тоже должен свою жизнь поменять, ты должен прокачать себя, ты должен поумнеть, ты должен реально и трезво смотреть на эту жизнь. То есть ты уже не мальчик, ты не подросток, ты взрослый мужчина. Поэтому умей держать удар, умей трезво оценивать ситуацию и понимать, кто с тобой рядом. Да. У кого-то из вас может даже отыграться, что вы с этим мужчиной встречались, а он выбрал другую женщину. И эта женщина ему конкретно испортила и репутацию, и жизнь, и финансовое положение. Теперь он все это прекрасно понимает. А у кого-то отыграется, что вы просто встретились, у вас там были гляделки, какое-то случайное знакомство. Конечно, хотелось продолжения ему и вам, но видите, как он попал, он просто попал в западню, в капкан попал. И ему уже, как говорится, не до продолжений. Если бы в другое время, в другой жизни, при других обстоятельствах, конечно, все бы было по-другому.
Высшие силы мудрые. Не зря они вас познакомили. Здесь какой-то тайный замысел, тайный план и встреча вашей быть. Конечно, не так быстро, как вы этого хотите. И, к сожалению, не в тот срок, который вы себе загадали, но встреча точно будет. Встреча. И знаете, встреча будет очень необычная, абсолютно необычная. Встреча, к которой невозможно будет подготовиться, может быть, в каком-то неудобном месте, либо в какое-то неудобное время. Но она состоится. Для вас это будет самой большой неожиданностью в вашей жизни, а для него это будет самым большим подарком судьбы. Ну, по крайней мере, он так к этому отнесется. Как подарок. Он будет смотреть на вас сияющими такими глазами, наполненными любовью, нежностью, восхищением, преданностью. Знаете, как такая собачка. Простите за сравнение, да, но вот обычно собаки, которые любят своих животных, вот именно такими глазками и смотрят. Вам будет это очень приятно. Очень-очень приятно. У вас с этим мужчиной еще не одно свидание будет и не одна встреча. Знаете, у вас даже какая-то постоянность идет в будущем с ним. Вы явно будете встречаться, может быть, жить вместе будете, а кто-то и замуж за этого человека выйдет. Но это будет чуть-чуть попозже. Попозже, чем вы загадали, либо попозже, чем вы могли бы подумать. Я, к сожалению, на общей отсыпке не могу сказать срок, но в самом-самом венце я вижу между вами союз. Союз может быть и дружеский, и брачный, и, в принципе, да, вот любовь идет. Девочки, мои хорошие, не знаю, чем вас утешить, давайте я для вас совет возьму. Я вижу вашу больку, я вижу ваши переживания, я вижу, что вы никого не хотите, кроме него. О нем постоянно думаете и думаете, что это несправедливо. Давайте хотя бы посмотрим совет для вас. Знаете, еще идет такое ощущение, что вы чувствуете, что вы не просто так встретились, какое-то родство чувствуете. Да, вот прям ощущение, что это мой человек, мой. Да, вот тянет, не могу его забыть, о нем постоянно думаю, ищу его везде. А он закрылся, он спрятался, знаете, в коконе этих своих бед, проблем, и у него сейчас просто руки опустились. Но он справится обязательно. У него тут очень сложный путь. Знаете, как на четвереньках просто будет с последних сил ползти наверх. И выползет, девочки, он выползет. Так, слушайте, какая шикарная карта, да? А вот мне нравится эта карта. Ой, ну прекрасно. Просто замечательные карты для вас вышли. Девчонки, вот, смотрите, мужчина и женщина встречаются, да, обсуждают свое будущее, любовь, тут кольцо. Все будет, мои хорошие, все будет. Просто дождитесь этого момента. У вас впереди действительно момент какого-то важного старта. Вы обязательно что-то новое освоите и добьетесь максимального успеха. Мне почему-то идет именно работа, карьера, бизнес, да, какое-то, может, творческое начинание. То есть вы тут будете в приоритете, в форе. Ну и последняя карта — это клевер, это успех, это удача, это хорошее здоровье. Опять же, семью клевер часто показывает. Да? То есть удача и для него, и для вас. Так идет. Просто дождитесь. Вы слишком нервничаете, и вы слишком напряженные. В жизни так иногда бывает, что мы не можем получить здесь и сейчас то, чего мы хотим. Ну, вот такая наша жизнь. Да? Там у высших свои причуды, а нам, простым смертным, нужно лишь только это принимать. Девочки, занимайтесь тем, что идет к вам в руки. А идет к вам очень много, и очень интересные вещи идут к вам в руки. Мужчина справится сам, на то он и мужчина. Как бы сильно вы не хотели ему помочь, он просто не примет вашу помощь. И это правильно. Ну вот на мой взгляд, это правильно. Если он примет от вас помощь, он же потом сам себя уважать не сможет. Да? И нормальных, продуктивных отношений вы не построите. Поэтому занимайтесь собой, дайте ему время. У него нет других интересов в голове, у него нет других женщин в голове. Единственная женщина в его голове, в его памяти — это вы. Вот как светлый, добрый ангел. Вот справится со своими задачами, проблемами, прокачает себя, проработает, пройдет свою карму. Девочки, ну вот вы встретитесь, и тут не одна встреча, тут союз у меня выходит. И даже вы видели, карта кольцо была. Все будет хорошо, все будет замечательно. Просто дождитесь. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.